Огромное количество людей годами ходят к аллергологу и безуспешно пытаются купировать свои симптомы. Ну, на самом деле это получается каким-то образом с помощью лекарств, но это не решает проблему. Меня зовут Карина Блинова, я телесно-ориентированный терапевт, и в сегодняшнем ролике я хочу поделиться с вами тем, как именно работает механизм возникновения аллергии. На самом деле, к сожалению, я не знаю, почему так происходит, но в классической медицине аллергия считается очень часто неизлечимым заболеванием. На самом деле это абсолютно не так. И в моей личной практике есть не один клиент, который успешно избавился от симптомов аллергии с помощью терапии, терапевтических, психотерапевтических техник. Вы помните из моего первого ролика, что в психосоматике вообще нету такого понятия, как нарушение, а есть лишь адаптация, и аллергия – это не исключение. От аллергии вполне возможно избавиться, работая со своими чувствами и симптомами. И да, именно они как раз-таки являются запуском аллергического процесса. Поэтому, если вы страдаете аллергией, пожалуйста, не отчаивайтесь и знайте, что с этим действительно можно работать. И сейчас я приведу вам наглядный пример, как именно образуется аллергия у человека. Давайте представим с вами какого-нибудь маленького мальчика, который сидит после ужина и ест апельсин, который мама любезно предложила ему на десерт. И вот представьте себе, этот мальчик сидит, ест апельсин, и в этот момент в квартиру заходит, например, пьяный, агрессивный, злой папа после работы. Мальчик сидит, ест ни в чем не виноватый фрукт, и за стенкой он слышит ругань, возможно, какие-то рукоприкладства. И что испытывает ребенок в этот момент? Ребенку становится очень страшно, он чувствует себя небезопасно, он волнуется, нервничает, боится за маму, боится за себя и испытывает огромное количество неприятных, негативных эмоций. Внутри ребенка происходит в буквальном смысле эмоциональный взрыв, а там, где есть эмоциональный взрыв, там есть и гормональный коктейль. Обязательно посмотрите первый ролик на моем канале, если вы еще этого не сделали. Там я подробно рассказываю о механизме работы нашей нервной системы. И что же делает в этот момент мозг ребенка? Он начинает считывать то, что происходит в пространстве, и для мозга совершенно не важно, что это такое, будет там апельсин или шерсть кошки, или береза или еще что-нибудь, абсолютно все, что угодно. Если в этот момент у человека происходит очень сильная эмоциональная реакция, и человек воспринимает что-то происходящее с ним как опасность, мозг это сразу же будет соотносить. И как будто бы мозг будет говорить своему носителю: дружище, я вижу, что с тобой сейчас происходит абсолютно что-то такое, с чем ты вообще не справляешься. Тебе очень страшно, и я всеми силами буду тебя от этой дичи защищать. То есть, понимаете, самое важное понимать, что не апельсинка в этот момент является виновником торжества, а эмоции и чувства, которые непосредственно связаны с опасностью. То есть, понимаете, не сама апельсинка является виновницей торжества, а эмоциональный контекст, который разворачивается вокруг этой апельсинки. Это, кстати говоря, совершенно не значит, что любой ребенок, который попадает в такую же ситуацию, будет страдать аллергией на апельсины. Тут все зависит от очень большого количества факторов. Все зависит от интенсивности проживания ситуации человеком и от особенностей его нервной системы и так далее. То есть это не значит, что если какой-то человек попадает в точно такую же ситуацию, обязательно будет аллергия. Конечно же нет. Но, как правило, у всех аллергиков в анамнезе вы найдете какую-то очень жесткую ситуацию, которую, кстати говоря, человек может даже не помнить, потому что если это, например, произошло в глубоком детстве, психика может защищать, опять же, человека от этих воспоминаний и блокировать, чтобы человек об этом никогда не вспомнил. И в таких случаях в консультациях, на сессиях с моими клиентами я использую специальные терапевтические техники, которые позволяют человеку погрузиться в свою память и вспомнить, что именно человека беспокоило в тот момент, когда аллерген превратился в аллерген. Основная задача терапевтического процесса – это разделить эмоции от непосредственно аллергена и переучить свою иммунную систему таким образом, чтобы она перестала так реагировать на какой-либо продукт. Сколько именно понадобится времени для того, чтобы аллергическая реакция полностью прошла, сказать, к сожалению, очень трудно, потому что, опять же, все зависит от индивидуальных особенностей человека. Мы вроде бы все имеем 2 руки, 2 ноги, голову, и, там, нервную систему и различные органы и так далее. Вроде бы у всех одно и то же, но на самом деле мы очень-очень разные внутри. И интенсивность переживаний у нас всех разная. Поэтому сколько именно времени понадобится на то, чтобы человек полностью избавился от симптомов, сказать заранее невозможно. В моей практике есть несколько случаев, когда мы успешно преодолели, побороли аллергию с моими клиентами. В одном случае девушка
которая обращалась ко мне за помощью, избавилась от аллергии за 5 сеансов всего лишь. Другой девушке понадобилось 10 сеансов для того, чтобы полностью избавиться от аллергии на кошек. И, между прочим, помимо этих 10 сеансов, между этими сеансами она еще делала очень много упражнений и техник, которые я ей давала для того, чтобы закрепить эту новую, принципиально новую реакцию. И сразу хочу вас предупредить, что это на самом деле эмоционально довольно энергозатратно, потому что когда человек погружается в какую-то ситуацию, где произошла вот эта вот сцепка с аллергеном, с продуктом, с шерстью животного, совершенно неважно, вот эта жесткая эмоциональная реакция, и перепроживать эти чувства, безусловно, очень-очень трудно. Я помню, мы смеялись с одной из моих клиенток, потому что она после одного сеанса сказала, что действительно гораздо проще эмоционально выпить супрастин, чем погружаться вот во все эти воспоминания, перепроживать это все и так далее. Но я просто хочу, чтобы вы понимали, чтобы для того, чтобы полностью именно избавиться, не просто купировать симптомы, а избавиться от аллергии, нужно именно найти вот эту запускающую ситуацию. Возможно, это будет не одна ситуация, а много таких ситуаций, в которых человек проживал очень сложные чувства, а кошка там, например, маячила где-то на заднем фоне. И, соответственно, перепрошить эту реакцию, прожить все чувства, которые человек там чувствовал, проработать все эмоции в этой сложной ситуации, в которой появилась эта аллергия. Поэтому, если вы хотите не просто заглушить симптомы, а избавиться от аллергии, вам придется именно погрузиться эмоционально в эту ситуацию, перепрошить вот эту вот нейронную связь, которая соединила, да, ваши чувства и какой-то аллерген, который присутствовал волей случая на фоне какой-то стрессовой ситуации, и это проработать. И именно в этом случае вы полностью сможете избавиться от аллергии. Обязательно ставьте лайк данному видео, подписывайтесь на канал и, пожалуйста, не отчаивайтесь. Знайте, что все преодолимо и со всем можно работать. С вами была Карина Блинова. До скорых встреч!